изменил ты жизнь и прошлое без нового. Хочу я прокричать с высокой крыши, буду верить, что Бог теперь со мною, а не против без конца. Я буду верить, как спасена душа. Протанцую сотни миль за твоей любви. Без конца, без конца. Я буду верить, спасена душа. Протанцую сотни миль за твоей любви. Сердце мое горит, сказать, что сделал ты, как изменил ты жизнь мою, ты с головой. Хочу я прокричать с высокой крыши, буду верить, что Бог тебе со мною, а не против без конца. Я буду верить, спасена душа. Протанцую сотни миль за твоей любви. Без конца я буду верить, как спасена душа. Протанцую сотни миль за твоей любви. Без конца буду превозносить тебя. Без конца, все сердца, от начала и до конца, не предашь и не оставишь. Ты Бог, смотришь ты на лицо, видишь сердце так глубоко, и на зов наш отвечает. Сердца, от начала и до конца, не предашь и не оставишь. Ты Бог, смотришь ты на лицо, видишь сердце так глубоко, и на зов наш отвечает. Доверяю тебе, не боюсь. Доверяю тебе, не боюсь, доверяю тебе, не боюсь. В твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Доверяю тебе, не боюсь, доверяю тебе, не боюсь, доверяю тебе, не боюсь. В твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Ты Бог, знающий все сердца, от начала и до конца, не предашь и не оставишь. Ты Бог, смотришь ты на лицо, видишь сердце так глубоко, и на зов наш отвечает. Доверяю тебе, не боюсь, доверяю тебе, не боюсь. Доверяю тебе, не боюсь, в твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Доверяю тебе, не боюсь, доверяю тебе, не боюсь, доверяю тебе, не боюсь, в твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Превозносит тебя, превозносит тебя. Превозносит тебя, Иисус. Превозносит тебя, превозносит тебя.
руках моя жизнь, Иисус. Доверяй тебе, не боюсь, доверяй тебе, не боюсь, доверяй тебе, не боюсь. В твоих надежных руках моя жизнь, Иисус.
Доброе время суток, дорогие наши возлюбленные братья и сестры. Сегодня я хотел бы говорить в это трудных ситуациях, трудных проблемах. Хотел бы говорить, а где Бог в трудных ситуациях? Потому что эти вопросы задают. Многие верующие задают, многие неверующие задают. Особенно, когда мы проходим эти трудности. Часто братья и сестры говорят, а где ты, папочка, был? Неверующие люди говорят, а где ваш Бог? Вот мне вчера сосед, он говорил, когда я ему свидетельствовал, он мне говорил, где ваш Бог? Почему все это происходит? Знаете, мы в это время не должны говорить все время об этой проблеме, о коронавирусе. Но мы должны прежде всего посмотреть, какую корону мы носим. Потому что в данной ситуации мы можем носить корону зависти, корону гордости, корону нелицеприятия, клеветы, жадности и тому подобное. Писание притчи, 24 глава, 10 стих говорит, если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Писание говорит об этом. На чем мы строим? На чем мы строим? Откуда мы черпаем силы? Строим ли мы на камне, на Иисусе Христе? Или мы строим на песке? Потому что когда придут трудные ситуации, бури, всякие проблемы, то устоит ли наш дом, устоит ли наша вера? В этот день нам нужно просто устоять, в день злой. И знаете, Бог создал нас по образу и подобию своему и дал нам власть владычествовать. Дал нам свободу действия и принятия решений. Он говорит, вы владычествуете на этой земле. Я вам дарю эту землю. Он говорит, я дал вам это слово, я дал вам законы, я дал вам эту власть. Все держится его словом. Он бодрствует над своим словом. Он бодрствует. И знаете, самый вот этот грех, который пришел на землю через Адама и Еву, это сомнение и неверие. Когда сатана, помните, пришел и стал искушать, и сказал, подлинно ли сказал Бог, подлинно ли он говорит, не ешьте с этого дерева познания и добра. И мы, также Бог приходит к нам и говорит, подлинно ли вы под защитой сегодня Бога, подлинно ли хватает у вас веры. Дьявол сеет сомнения, чтобы, знаете, пришел вот этот грех, сомнение, это неверие, а Бог хочет поднять нашу веру, Бог хочет поднять, ободрить нас. Знаете, Адам и Ева, они сделали этот выбор, и через этот выбор в мир пришли проклятия. Знаете, люди задаются вопросом, очень многие, вот я уже говорил об этом в начале нашего собрания, а где ваш Бог, когда детей убивают в школах? Мне вот вчера этот молодой человек говорил, вот в Беслане убивали столько детей, и там были верующие люди. Где ваш Бог? Знаете, и многие отвечают, и я также ему ответил, вы пускаете Бога в эти школы, вы пускаете Бога в свои дома, вы пускаете Бога в свою жизнь, к своим детям, свой бизнес, свои финансы. Открываем ли мы свою жизнь? Знаете, почему приходит страх? Страх приходит через беспечность. Притчи 1 глава, 29 по 33 стих читаем. Там написано так. «За то, что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои, зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их.
потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла. Знаете, вот это беспечность. Почему-то только когда приходят, знаете, трудности, какие-то проблемы, люди начинают просыпаться и думать о Боге. Беспечность побуждает страх. Знаете, когда приходит беспечность, потом за беспечностью приходит внезапность. Писание говорит, первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 3 стих. Там написано: «Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигнет имеющего в чреве, и не избегут». Знаете, когда человек беспечный, и он говорит: мир, безопасность, чего нам еще, что нам еще хотят навязать, что нам хотят сказать, знаете, но внезапно придет эта пагуба. Есть много примеров. Например, я слышал один пример от моего знакомого. Он говорит, когда жена у него была беременна, и она должна была рожать, он ей сказал: поедем в горы. И вот эта беспечность стоила жизни ребенку. И они поехали в горы. И вот эта внезапность вдруг, начались роды, и ребенок, он просто умер. Или у нас, как у русских, бывает, мы не в сезон, когда настает сезон, чтобы мы могли поменять свои колеса на машинах, резины, то мы ждем до самого последнего. Как беспечные люди, мы не готовимся, и вдруг внезапно выпал снег, и мы все хватаемся за головы и пытаемся как-то быстренько поменять свою резину на своих машинах. И в этот день настает день жестянщика. Вдруг через эту беспечность и через эту внезапность бывает столько трагедий в этот день. Луки 21 главе, почитаем Луки 21 главе 25 по 27 стих. И он говорит, вот это последнее время будет. Все это произойдет, а сейчас идет только подготовка. Он говорит, сейчас идет подготовка, и мы, дорогие возлюбленные братья и сестры, должны быть готовы. Он говорит, вот последнее время, и будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море восшумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, силою и славою великою. Все это произойдет, как я уже сказал. Вот. И сейчас мы должны быть готовы, знаете, не поддаваться панике, не бояться, но также иметь здравомыслие. Поймите меня правильно, я сам соблюдаю самоизоляцию, но во мне нет этого панического страха, потому что я уповаю на своего Господа. Я просто хочу донести до вас, чтобы мы готовились к приходу Царя Царей нашего Иисуса Христа. Знаете, есть другой путь. Пути, которые мы сейчас говорили, это путь беспечности, и потом приходит внезапность, когда мы относимся беспечно, когда мы не готовимся к чему. Знаете, почему мы только сейчас проснулись, когда приходит беда, как говорится, пока не грянул гром, мы начинаем молиться, поститься, искать Бога. Почему мы заранее не можем искать Его? Почему мы относимся так беспечно? И вот эта внезапность, она губит многие народы, губит людей. И знаете, есть другой путь. И первый путь – это бдительность. Марка 14 главе 38 стихе написано: «Бодрствуйте и молитесь,
чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Страх, знаете, страх приходит тогда, когда плоть преобладает над духом. Нам нужно сегодня бодрствовать, не расслабляться. 1 Петра 5:8 говорится: трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого бы поглотить. Знаете, вот противоположность беспечности – это бодрствование. Чтобы у нас не было, да как-нибудь, да на меня это не придет, как нашим моя хата с краю, как часто мы думаем. Я еще раз, друзья мои возлюбленные, говорю, что я за разумность. Но нельзя иметь только один страх, надо быть подготовленными. Я верю, что это сейчас время подготовки, чтобы мы могли взыскать Его, рассуждать о Его Слове, молиться, поститься. Чтобы нам быть готовыми, как я читал выше, в Луки 21 главе. Все это произойдет. И многие, знаете, все это может пройти. Вот сейчас пройдет этот пик коронавируса к лету или к осени, и опять люди могут расслабиться и опять сесть на вот эту беспечность, опять ждать того, что что-то произойдет. Но нам нужно быть готовыми в это последнее время. Это только начало. Бог говорит: вы мои дети, избранный Божий народ. Я хочу с вами каждый день встречаться, я каждый день вас жду. Но вы сидите там на телевизорах, на компьютерах. Я зову вас, чтобы вы пришли и взыскали моего лица. Я хочу потрясти эти народы, чтобы они обратились ко мне. Нам нужно бодрствовать и молиться. Нам нужно уделить каждому, дорогие братья и сестры, возлюбленные, каждому нам нужно уделиться. Иисус сказал: могли ли вы бодрствовать 1 час, чтобы мы могли найти это время, чтобы мы могли укрепиться. Потому что у нас есть время на фильмы, чтобы покушать, поиграть, повеселиться, но бодрствовать 1 час у нас нету этого времени. Знаете, после бдительности второй путь – это ожидание. Марка 13 главе с 32 по 37 стих будем читать, дорогие мои. «О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно, как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть, и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать». Привратники – это Божьи люди, те, которые стоят и бодрствуют. Он дал нам эту власть, Он дал нам это слово, Он дал нам это дело служения. Мы Его слуги. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. Что вам говорю? Говорю всем, бодрствуйте. Писание говорит нам об этом, чтобы мы в действительности могли бодрствовать. И привратник стоит как страж у ворот. Господин ушел, но он все оставил нам. Он оставил нам своим слугам, дал нам власть, дал нам слово, дал нам силы, дал нам Духа Святого, дал нам дары и таланты. Каждому свое призвание. Знаете, бодрствуя, это значит ожидать Его, бодрствовать. Это не может просто кричать, орать, там, визжать, но это ожидать Его прежде всего. Понимание, что нужно ожидать Его. И вот это, через этот путь, в начале бдительности, бодрствования, ожидания Его, приходит третий путь, это уверенность. Тогда к нам придет уверенность. Уверенность придет. Через молитву, через чтение Слова Божьего, через прославление. Евреям 11 глава, 1 стих говорит: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Уверенность. Знаете, вот это третий путь. Приходит уверенность,
тогда нам ничего не страшно. Тогда мы не боимся, мы уповаем на Бога. И заканчивая, я хотел бы прочитать второе послание к Коринфянам, 3 главе, со 2 по 6 стих. Там написано: «Вы наше письмо». Дорогие, вы наше письмо. Вы наша похвала. Знаете. Вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собой, что вы письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Только можем иметь через Христа. Не потому, что мы сами способны были помыслить что-то от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Знаете, это мы даже не участвуем в этом, но мы позволяем Богу, Духу сегодня, завтра, сегодня и далее преобладать над плотью. Давайте наполняться, исполняться Богом, исполняться Духом Святым. 6 стих здесь, в этом послании, говорится, что знание, оно просто убивает. Когда ты просто знаешь букву закона, но Слово Божье – это суть, дух и жизнь. Слово Божье должно быть в нашем сердце. Так будем действовать через Бога, через дары Его, на эту землю, на этих людей. И еще раз, возвращаясь к притче 14, притче Соломона 24 главе 10 стихе. «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Если мы без Бога, то мы слабы, но с Богом мы сильны». Знаете, дорогие мои, вы, возлюбленные братья и сестры, вы те люди Божьи, которые могут противостать, которые не поддадутся панике. Вы те люди, которым Господь дал власть наступать на всю силу вражью, и ничто не повредит нам. Вы блаженные, вы счастливые люди Божьи. Благословляю вас, дорогие. Давайте мы коротко помолимся. Дорогой Господь, приходим перед Твое лицо и просим, чтобы Господь нам бодрствовать нам, быть бдительными, стоять на страже в этом привратнике. Бог дал нам уже все. Он дал нам Духа Святого, Он дал нам дары и таланты. Господь, во имя Иисуса Христа, дай нам власть, дай нам взять эту власть и исполнить их. Во имя Иисуса Христа. Благодарим и славим. Господь, благодарим Тебя и славим. Спасибо за ваше служение, за ваши молитвы, дорогие мои братья и сестры. Аминь. Дорогие братья и сестры, я приветствую. И сегодня я бы хотел говорить о вечере Господней. И у нас служение продолжается. Мы по плану, у нас сегодня вечеря Господня. Сегодня необычная обстановка. И вообще все происходит как-то нам оперативно надо меняться. И хотел бы, знаете, когда сейчас я раздумывал, я бы хотел напомнить. Мне кажется, Господь хочет напомнить из Матфея 25 главе. Иисус, Он говорит, после того, как Он проповедовал о последнем времени, о Его пришествии, и мы верим, что уже последние времена, Он дал притчу о 10 девах. И были 5 мудрых дев, и были 5 глупых дев. И знаете, в чем была глупость, что ли, вот этих дев? В том, что они не запаслись маслом. И знаете, сейчас тяжелые времена, все это давит на нашу душу, вот эта информация, но мы должны запасаться маслом.
как вот сейчас Олег Иванович проповедовал, что мы должны ходить в духе, мы должны запастись этим духовным маслом, тогда мы сможем устоять в эти тяжелые времена. То есть мы должны пребывать в нем, и тогда мы ходим в духе, и тогда мы сможем преодолеть вот этот страх. Но если мы будем ходить просто по плоти, если мы будем поддаваться вот этим душевным нашим страхам каким-то вот этой общей информации, которая идет постоянно вот по телевизору, то мы можем поддаться этому и начать просто впустить в себе в страх. Но Бог не хочет, Бог хочет, чтобы мы жили в духе и запасались этим маслом, что когда Он придет, когда придет этот последний момент, скажет, Господь идет, то тогда мы должны быть, обязательно должны быть готовы, братья и сестры. Я просто очень увещеваю. И хотел бы зачитать место Писания из Иоанна 6 главы с 51 стиха. Иисус сказал: «Я хлеб живой». Знаете, Иисус, Он хлеб. И как запастись маслом? Кушайте этот хлеб. Иисус, Он пришел как хлеб, который мы должны каждый день вкушать. Тогда мы будем полны вот этой силы внутренней, что мы сможем преодолеть все эти трудности. Аминь. Мы не только преодолеем, но мы будем идти как свет, как написано, что вот тьма покроет землю, но над тобой воссияет Господь. Сияет ли Господь над тобой сейчас? И знаете, мы должны быть светом этому миру. Аминь. Ядущий хлеб сей будет жить вовек. То есть это напрямую связано с жизнью. Аминь. Это духовная жизнь, и Бог хочет, чтобы мы наполнялись вот этой жизнью. Он наша жизнь. И Он хлеб жизни. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Тогда иудеи начали спорить между собой, говоря: как Он может дать нам есть плоть свою? Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. И знаете, мы не должны относиться к вечере Господней как к чему-то обыденному. Это не простой сок и не простой просто хлеб пресный. Это не просто символы какие-то. Аминь. И с другой стороны, мы не должны все мистифицировать и говорить, что кровь, она тут же превращается в настоящую кровь. То есть сок, который мы принимаем, виноградный сок, он не превращается тут же в кровь Иисуса Христа. И вот этот хлеб, он тут же не превращается в тело Иисуса Христа. Мы ни в одной, ни в другой крайности мы не находимся. Мы верим, что это духовная реальность. Когда мы принимаем эту вечерю, то мы верим в реальность тела Иисуса Христа. Аминь. В духовную реальность. Аминь. И в первом послании к Коринфянам, в 11 главе, апостол Павел, он говорит, что он более практически описывает, да, как все это происходит. И мне бы хотелось здесь подчеркнуть один момент. В 25 стихе написано: «Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». То есть мы вспоминаем Его, Иисуса Христа. Знаете, многие говорят, что немножко ошибаются, они говорят, что мы вспоминаем смерть Господню. Мы не вспоминаем смерть Господню, мы вспоминаем Иисуса Христа. То есть вечеря, она для Него. Аминь. Знаете, когда мы собираемся, например, раньше мы собирались по домашним группам, сейчас время другое. Когда мы собираемся, это трапеза Господня. Это мы наслаждаемся друг с другом,
и мы наслаждаемся Господом, который дает нам вот это вот, как в Псалме написано, что Бог приготовил трапезу посреди врагов наших, да? И мы наслаждаемся вот этой трапезой. Но вечеря Господня, это когда мы вспоминаем Господа, и оно предназначено для Него. Вечеря Господня предназначена для Него. Но трапеза Господня предназначена для нас. Аминь. То есть вечерю мы вспоминаем Господа. Но смерть Господню мы что делаем? Возвещаем. Возвещаем. Давайте посмотрим. 25 стих. То есть 26 стих. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». То есть смерть Господню мы не вспоминаем, мы возвещаем, мы как бы проповедуем. Те, кто как-то увидел, как христиане, они делают вечерю, они видят, что они возвещают, они что-то провозглашают этим действием. Аминь. То есть мы Господа вспоминаем, а смерть Господню возвещаем. Аминь. И давайте, братья и сестры, мы будем делать это верой. Я верю, что хотя мы разлучены физически, но в духе мы все равно одно. Знаете, в духе я верю, что нету расстояний. И мы можем делать это верою. Делайте это верою. Вы можете, если вы семья, вы можете всей семьей собраться и принимать вместе. Если вы один, то вы можете один верою принять вместе. Но верую, что мы вместе, единое тело Иисуса Христа, мы принимаем эту вечерю. И тогда я просто молюсь, Господь, я просто благодарю Тебя за кровь Твою, кровь Нового Завета, пролитая за нас во оставление грехов. Благослови, Господь, эту кровь, которую мы принимаем. И я благодарю Тебя, Господь, за тело Твое, которое было ломимо за нас. И это тело Иисуса Христа. И да будет так. Принимая с благодарением. Принимайте с благодарением. Дорогие братья и сестры, также хочется напомнить, что вы можете жертвовать и также давать свои десятины. И вы можете в группе WhatsApp все это увидеть, куда вы можете сеять. Пусть Господь вас благословит, и тот, кто сеет, тот обязательно он пожнет. Во имя Иисуса Христа. Аминь.